важно и решили напечатать мою книгу. Во внутренних документах Института биофизики там прям черным по белому написано, что превышение радиации, допустим, по-моему, то ли зерна, то ли муки на одном из складов Семипалатинска превышение настолько-то, там, или превышение радиоактивности масла сожрали настолько-то. А потом те же люди утверждали местному руководству Семипалатинска, что нет, что вы там панику наводите, ничего, вообще никакого превышения нет. Все в пределах нормы для санитарной зоны. Я считаю, что очень хорошо, что вообще закон был когда-то принят, но начало 90-х это не 2022 год. В этом законе очень много, мне кажется, уже устаревших деталей. Вот сейчас, мне кажется, большая проблема для региона, что они говорят пенсионный возраст, что снова вернули, чтобы был как везде. Я считаю, это просто даже как-то по-своему жестоко, потому что многие там действительно не доживая до пенсионного возраста, они говорят, мы хотим пораньше уйти на пенсию, заняться своим здоровьем, уделить время семье. Сегодня, когда вы говорите, что Семипалатинск, он не должен быть отдельно проблемой только Семипалатинска или Абай области, это действительно проблема, во-первых, всей нашей страны, но и во-вторых, мне почему-то подумалось, что, скорее всего, это проблема теперь и тех, для кого ковался ядерный щит. Сегодня вот бравада российского, например, отечества, так сказать, она держится, в принципе, на нашем Семипалатинском полигоне. Конечно, наверное, было бы уместным сегодня уже направить какой-то такой вот специальный документ, по которому какие-то преференции Российская Федерация должна была бы за все эти полезные дела, сделанные в то время, вредные нашему здоровью, восполнить нашему государству, вот именно этому региону, этим людям. Не то, что вот вы неравнодушны, а чтобы другое поколение здесь сидящих молодых стало теперь тоже неравнодушны к таким проблемам, надо, чтобы это дошло до каждого сердца. И мы решили, что вот это не должно остаться просто так. Это, знаете, мы решили сделать электронную книгу на YouTube-канале истории простых людей. Или пока мы живы. Это просто истории, видео, истории людей, которые видели своими глазами, которые испытали на себе, которые хотят что-то сделать. Вот эти истории мы сейчас выкладываем в интернет. В моем случае, несмотря на заключение профиля, наличие заключения специализированного органа о характере заболевания, что оно связано непосредственно с анестезирующим излучением, в инвалидности мне было отказано. Так что я ничего не получаю. Но при этом, если я умру от этого заболевания, мои родственники получат. То есть как-то нелогично. В лучших традициях наше государство пытается уменьшить количество получения пенсий и социальных установок, что я считаю неправильным. И как можно помочь людям, которые не остались в прошлом, а которые до сих пор платят цену за советские ядерные испытания. На данном этапе государство не делает достаточно для людей, потому что они до сих пор несут в себе отголоски советских ядерных испытаний. И я просто хочу сказать, что у нас присутствует один человек, который участвовал в этой экспедиции. Ну, когда мы находились там, мы, как сказать можно, как трудно мне язык поворачивает, вот как заключенные. Мы сами исследователи были как заключенные, то есть нас всех поместили в палатках
военные, нас кормили, вот, и никуда не выпускали. Жалпы аудармашылық тәжірибемде түрлі көркем еңбектер, ғылыми әдебиеттер аударып жүрміз. Бірақ бұл кітаптың орны өте ерекше болды. Өйткені мен өзім де Семейдің тумасымын. Шынымен де бұл енді біздің қасіретті қайғылы тарихымыз. Бірақ ол айтылуға тиіс, жазылуға тиіс. Осы кітап қазақ тіліне жарық көрмесе де, орысша аударылатын еді, одан аударылмаса мені қазір енді Құдайға шүкір, ана тілімізде осындай кітаптарды аудару мүмкіндігін тікелей ағылшын тілінен бірінші болып аудару мүмкіндігін алып жатырмыз. Бұл да үлкен жетістік. Надо смотреть на этих людей просто как на жертв. Это не то, что им нужно. Им не нужна ничья жалость. Им нужно просто, чтобы эту историю не под ковер не засовывали, чтобы их боль была легитимизирована, чтобы она была признана. Но этот регион это не только полигон, там столько историй, столько культуры, там столько слоев всего, и поэтому мы должны тоже вот наше восприятие как-то калибрировать. А надежда, и вот почему мы даже вот в казахской версии специально сохранили списки всех архивных документов, я просто надеюсь, что теперь за мной пойдут следующие, что им не нужно будет 15 лет сидеть там в архивах, в пыли возиться, что у них будет хорошее начало, и они дальше смогут уже дальше продолжить, потому что, конечно, не все архивные материалы сейчас доступны. Поэтому, да, продолжение будет, но я также надеюсь, что кто-то пойдет по моим стопам.